Даже на чиновников найдется управа. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как в Таджикистане чиновника обвиняют в нарушении неприкосновенности жилища. Подписывайтесь на наши обновления и будете в курсе всех последних событий. В Таджикистане в отношении местного чиновника возбуждено уголовное дело. Прокуратура города Турсунзаде обвиняет главу управления ЖКХ местного хукумата Джахангира Равшанова в том, что зашел без разрешения в дом местной жительницы. Инцидент произошел 18 ноября. Находящаяся дома маленькая девочка сильно испугалась и заболела. Источник в прокуратуре 2 декабря на условиях анонимности сообщил, что Джахангир Равшанов, директор местного управления жилищно-коммунального хозяйства, и один из его подопечных искали в этом доме призывника, уклонявшегося от службы в армии. Хозяйка дома написала заявление в прокуратуру. Возбуждено дело по факту нарушения неприкосновенности жилища, отметил источник. Сама хозяйка дома, которая предпочла остаться неназванной, сказала, что глава ЖКХ и его подчиненные занимались облавой призывника. Меня в то время не было дома. Они зашли к нам без разрешения. Моя маленькая дочка, увидев незнакомых мужчин, сильно испугалась и заболела, говорит женщина. Джахангир Равшанов заявил, что является членом комиссии по призыву молодежи в армии при хукумате города Турсунзаде. Нам сообщили, что в этом доме скрывается живущий по соседству призывник, и мы зашли туда, чтобы найти и доставить его в военкомат, объяснил он. Прикосновение в чужое жилище без согласия хозяев или без разрешения суда в Таджикистане уголовно наказуемо. Согласно статье 147 Уголовного кодекса Республики Таджикистан, незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица, либо лишение кого-либо жилища наказывается штрафом в размере от 1 до 2 тысяч показателей для расчетов, либо лишением свободы до 2 лет. По словам юристов, своими действиями участники охоты на Насимджона Косимова и других призывников, которую в стране называют емким словом «облава», нарушают множество статей Уголовного кодекса. Напомним, Маджлиси Намаяндагон, Нижняя палата парламента Таджикистана 19 октября 2016 года одобрил проект закона Республики Таджикистан о внесении изменений и дополнений в закон Республики Таджикистан об органах национальной безопасности. Тогда Саймумин Ятимов, председатель ГКНБ Таджикистана, представляя проект поправок, заявил, что хотя в законодательстве Таджикистана и предусмотрена неприкосновенность жилища граждан, но когда речь идет о непосредственной угрозе совершения террористических актов с целью защиты жизни населения, сотрудники безопасности должны иметь право без согласия жителей и судебного ордера входить в дома граждан. По его словам, согласно поправкам, сотрудники ГКНБ в исключительных случаях, когда у них нет времени на получение ордера, получат право входить в жилища жителей, где скрываются террористы, преступники или содержатся заложники. Однако спустя год поправки в закон были отменены той же Нижней палатой парламента. Народные избранники решили, что в проекте не были установлены случаи, при которых сотрудники органов безопасности имеют право беспрепятственно входить в дома граждан. А как вы относитесь к этой ситуации? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. В Таджикистане призыв на военную службу проводится дважды в год, весной и осенью. В армию призываются молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет. В течение последних нескольких лет облава стала одной из актуальных социальных проблем. Молодых людей призывного возраста ловят на улицах и везут в военкоматы, откуда после выполнения некоторых формальностей отправляют в воинские части. И хотя власти отрицают такие методы, каждой осенью и весной страницы соцсетей таджикского сегмента заполняются публикациями с видео, где какие-то люди заталкивают в машины парней призывного возраста и увозят в местные военкоматы. Некоторые наиболее рьяные сотрудники военных комиссариатов вылавливают парней, незаконно врываясь в дома и квартиры граждан. Как вы думаете, правильно ли делает прокуратура, что завела дело на этого чиновника? Ведь действительно пострадал ребенок. Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.